Здравствуйте! В эфире программа «Открытый вопрос». Сегодня у нас в гостях, сразу представлю наших гостей, это Рауль Валерьевич Лоло, министр внутренних дел, и Беслан Валерьянович Кубахи, советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Но оттолкнемся от нашего сюжета. Вы только что видели, какие события всколыхнули Абхазию за последние дни. Тут есть большая реакция по этому поводу и в средствах массовой информации, и в частности в интернете тоже. Называют все то, что происходит сейчас, беспределом. Многие называют это, вот я выписал для себя, позором, а некоторые даже называют это, так сказать, контрольным выстрелом в Апсуара. И восклицают вопросительно: абхазы, где вы? В общем, то, что сегодня вы видели в нашем выпуске новостей, если видели, конечно, производит тяжелое впечатление. Но я бы хотел, чтобы вот вы, Рауль Валерьевич, ответили на один вопрос. Вот действительно настолько тяжела ситуация, и она обострилась так, что вот можно эту ситуацию назвать просто даже катастрофической. Добрый вечер. Если он такой добрый. Я тоже просто поздоровался, чтобы не говорить добрый вечер. Мы работаем уже плотно несколько дней, последних несколько дней, потому что они такие, да, явились у нас очень сложные и напряженные. С чем это связано, немножко попытаюсь рассказать вам, объяснить, на мой взгляд, в чем обстоят дела именно сейчас. Ну, последние дни, да, вы знаете, мы видели этот репортаж, сложный репортаж, тяжелый репортаж, где постарались корреспонденты сложить за последние несколько суток те происшествия, которые в области безопасности у нас произошли. Да, на самом деле это имеет место быть. Да, ситуация у нас, особенно она вот последние сутки выложилась сложно. И, конечно же, это такой вот пик произошел, это вчерашнее нападение на премьер-министра Республики Абхазия Беслана Тикаевича Будба, где произошло здесь, в центре города, в городе Сухум, по улице Арзымба. Он двигался, хочу рассказать, да, как это было, он двигался со своей семьей, без охраны, потому что не ожидал, что ему нужно было выезжать с дома, то есть необходимость возникла выехать, то, что с ребенком что-то произошло, ему нужно было выехать в больницу. Он сел за свой автомобиль, сел с супругой, с ребенком и поехал в больницу. По дороге около Красного моста якобы какой-то машине не понравилось, как он водит свою машину. Вот. Около гостиницы «Олимп» он понял, что машина его преследует, как-то вот пытается его остановить. Он остановился сам. Машина перерезала ему дорогу, то есть, ну, в смысле, обогнала его. Туда вышли двое и попытались, значит, грубо с ним говорить в направлении того, что он якобы неправильно водит машину. Он сказал, что: ребята, да, давайте мы завтра все эти вопросы, у меня семья, дети в машине сидят, и завтра мы все это обсудим. Вот. Ну и началась потасовка. Потасовка началась, да, они его узнали, назвали его фамилия Будба, и один из тех двоих нанес ему удар в область головы. Беслан Тикаевич мне позвонил, дозвонился до меня и сказал, что на него произошло нападение. Вот. Назвали мне автомашину, номер автомашины. Впоследствии чего она была задержана на посту Ишера. Она выезжала с города. В машине двое оказались, двое ребят и женщина. Они были доставлены в Министерство внутренних дел, где, когда я с ними сам встретился, они были, от них явно так несло запахом спиртного довольно сильно. Вот это вот такой вот последний день, и то, что сейчас мы выясняем мотив
потому что это очень важно. Беслан Тикович является премьер-министром нашей республики. Вот. Мотив самого поступка. Вот. Прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело. Вот. Следствие проводится. Знаете, хочу сказать о том, что последние несколько месяцев мы постарались активизировать нашу работу по линии общественной безопасности. То есть мы даже пока не занимаемся более глубинными вопросами, то есть вопросами, связанными с более серьезными преступными группировками, организованной преступностью. Это пока только занимаемся в основном, это милиция общественной безопасности. То есть это вот как бы на передний план вышло, да? Все, это вы хотите сказать, что это сейчас основная проблема, с которой нужно вот бороться? Но оно так нас завело в эту ситуацию, то есть, понимаете, мы как начали работать, оно нас все дальше и дальше начало заводить. Проблема еще состоит в том, что мы еще не сформировали, сами акценты не расставили и назначили многих начальников милиции в районах, не назначили их замов, потому что это тоже определенные сложности. Нужно подобрать человека, выложить под него команду и потом уже назначить на ту или иную должность. Сложность еще заставляется в том, что не все нормальные милиционеры хотят идти работать и занимать серьезные должности. Не знаю, наверное, здесь сказывается неуверенность в том, что мы не сможем сделать так, чтобы система хорошо и качественно работала. Может быть, они не уверены, но это у меня сложность. Я со многими начальниками предварительно, которых рекомендую, беседую, и вот сложно очень их направить на это вот, как говорится, направление выложить. Да, и вот это один из таких моментов, что мы не смогли еще пока выложить саму систему, новую систему безопасности внутри государства, и сталкиваемся вот с таким противодействием. А это противодействие в основном происходит у нас здесь, в частности в городе. Вы знаете, что я говорил об этом раньше, что мы патрульную службу и ГАИ города мы объединили. То есть там достаточно получилось. То есть вот то, что сейчас такое обострение произошло, вы считаете, что это произошло, потому что вы ввели вот эту патрульную службу, которая теперь стала больше заниматься общественным порядком? Да, глубоко в этом убежден. Считаю, я сам житель Абхазии, мало того, живу в городе Сухум и видел и вижу, что происходит в городе. После того, как мы эту службу завели, как она начала работать, она начала выявлять все эти проблемные моменты. Проблемные моменты в основном они связаны с выпившими водителями и, конечно же, с той молодежью, которая у нас такая является, скажем так, неприкасаемая. С молодежью, у которой хорошие, дорогие машины. В основном в своей массе, вот мы смотрим по каждому, да, практически это те люди, которые у кого-то или отец где-то работает в органах каких-то, или в государственных структурах, или мать работает, или отец там какой-то бизнесмен. То есть это в основном люди, которые достаточно с хорошим таким достатком и считают, что они те или иные вопросы могут решить каким-то таким вот вопросами, да, внутренними. Ну, в основном вот проявляются такие люди. За ними повторяют и остальные. Вот, остальные люди смотрят, как они себя ведут достаточно развязанно. А эти патрульные машины, которые в городе сейчас у нас около 7 машин, мы постарались собрать их со всех районов, вот, выбрали машины и удар нанесли в этом плане, как мы считаем, потому что мы находимся вот как на передовой, как на войне. Вот я вам говорю в этом плане однозначно, достаточно уверенно об этом говорю, потому что сотрудники каждый третий день, это вот то, что вы видели запись видеорегистратора, это хорошо, что такая запись была на этой машине. А так вот каждый третий день сотрудникам приходится сталкиваться с такими вот нашими гражданами нашего города, нашей республики. Практически вот буквально недавно водитель маршрутного такси останавливается, подходит инспектор, представляется ему, сразу наносит он ему удар в область головы, ломает ему нос, садится пьяный и уезжает. То есть с такими ситуациями сотрудниками патрульной службы приходится сталкиваться практически каждый день. Вы знаете, вот я бы как раз хотел поговорить о том, что собой представляет в данном случае вот наше мировоззрение. Вы знаете, мы как-то привыкли к тому, что у нас такое беззаконие не только на дорогах, а вообще как-то в окружающем мире. Президент вообще назвал это вопиющим фактом, такой симптоматичным он его назвал. Вы знаете, и в связи с этим как-то не особенно-то этому и удивляешься. Честно говоря,
Я вот поймал себя на мысли о том, что когда этот случай произошел, я вот поздно как-то прочитал это сообщение в интернете, вы знаете, я не особенно этому удивился. Мне кажется, что, в общем-то, во всем том, что произошло, конечно же, и само общество тоже виновато, и, естественно, и власти, но мне кажется, что в первую очередь тут нужно говорить о том, что собой представляет вообще система. Вот каким образом нужно восстанавливать теперь эту систему. В отдельно взятых случаях, инцидентах там можно разобраться, но нужно сделать систему таким образом, как мне кажется, чтобы вот этот вот факт, я не знаю, какого-то насилия, там, нарушения закона, он бы карался одинаково и по отношению к премьер-министру, и к обыкновенному гражданину. Я просто представить себе мне трудно после всего, что происходило сейчас, что было бы, если бы там был бы просто какой-то обыкновенный человек, у которого там фамилия может быть тоже еще и маленькая. 3 семьи. Вообще, наверное, закатали бы в асфальт, как они говорят. Система. Ну, добрый вечер. Если вы позволите, я все-таки начну с другого. Я думаю, это будет интересно нашим телезрителям. Система не интересна. Я сегодня утром встречался с Бесланом Тиковичем, и видел его, разговаривал с ним. Хочу вам сказать, что у него абсолютно нормальное настроение, никакой депрессии, так сказать. Отношение к случившемуся у него, как и подобает государственному деятелю, значит, он предполагает действовать только по закону. То есть никаких других вариантов он не приемлет и все разговоры пресекает. Ну, понятно, что разные люди сейчас приезжают, предлагают, значит, самые разные варианты. Естественно, ничего этого нет, ничего он этого не принимает, только по закону. Это первое. Второе, значит, семья его не пострадала, слава богу. У него прекрасная семья, прекрасная супруга, которую знают, значит, здесь у нас в Абхазии очень многие, так сказать, прекрасные дети. Слава богу, никто из них не пострадал, все там нормально. И третья позитивная новость, я все-таки пытаюсь позитив найти, это то, что он, значит, намеревается в ближайшие дни приступить к работе, поскольку все мы наблюдаем, насколько энергично он, значит, работает, сколько встреч проводит, какие договора подписывает, и эту работу нельзя останавливать, наверное, ни на один день. И в этом смысле он, значит, не будет останавливать эту работу и готов приступить в ближайшие дни, может быть, даже и завтра. Я даже такое сегодня от него услышал. Теперь, что касается того, что происходит у нас, в нашей стране, так сказать, и почему это произошло, и как с этим бороться. В этой ситуации к работникам милиции никакой претензии нет и быть не может. Они сработали абсолютно четко, в очень короткое время, там, я не знаю сколько, в течение часа, может быть, да, люди были задержаны, доставлены в МВД, лица установлены и ведется соответствующая работа. Со стороны работников прокуратуры возбуждено уголовное дело. Реакция властей была очень энергичная. Сегодня прошел Совет Безопасности Абхазии, посвященный именно этому вопросу, где президент Хачимов очень жестко, значит, выступил и поставил вопросы, так сказать, по преодолению этой ситуации. Я думаю, что все-таки то, что происходит с нами сегодня, со всем нашим обществом, это результат послевоенных, так сказать, послевоенной вольницы, когда мало, значит, соблюдались законы. Наши дети росли вне идеологии всякой, допустим, раньше какая-то идеология была, в этот раз, значит, дети, в общем-то, выросли так вот достаточно свободными. Это, кстати, неплохо, но с другой стороны, соблюдение закона у нас, мягко говоря, такое не очень главный вопрос для жизни человека. Вы знаете, вот мы по большей части в студии здесь и с нашими гостями, со всеми разговариваем, и говорим постоянно о том, что нужно соблюдать закон. Но дело заключается в том, что вот системная болезнь нашего общества, где не выстроены многие взаимоотношения, не выстроена идеология,
она, вот эта болезнь, никак не лечится в конечном ну здесь итоге. надо вычленить, просто элементарно вычленить главные какие-то вопросы. Вот я сейчас с уст Рауля Валерьевича услышал, что в основном, значит, преступления, которые совершаются в Абхазии, да, они совершаются на почве выпивки. Мы знаем, сколько автокатастроф у нас происходит, так сказать. Мы знаем, какие драки происходят опять на почве выпивки. А ведь никто из нас никогда не задавал себе вопрос, что в Абхазии самая свободная система по покупке спиртных напитков. У нас фактически нету сегодня никаких ограничений. Вы в любое время суток можете купить любой продукт виноводочных изделий. В любое время суток. Нигде в мире такого отношения к спиртным напиткам нет. У нас почему-то это есть. Может быть, об этом тоже надо задуматься. И это уже не вопрос милиции на самом деле. Это вопрос несколько другого порядка. Это первое. Второе. Вообще, то, что касается в отношении спиртного, мне кажется, у нас сложно будет ничего сложного. Нет, ничего регулировать сложного. этот процесс, учитывая то, что у нас многие занимаются виноделием, чачу гонят и так далее. Но вообще, на самом деле, конечно, это тоже пьют водку. Покупную водку, чтобы вы знали. Да, в конечном итоге пьют водку. Конечно, у нас... Чачи начинают, но пьют водку. Да. Ну, есть еще один момент. Значит, у нас в свое время, значит, вот во времена нашей молодости, да, больше пили вино. И это объясняется чисто экономическими причинами. Бутылка вина тогда стоила, значит, гораздо дешевле, чем бутылка водки. Вот за стоимость бутылки водки можно было купить примерно 4 бутылки вина. Сегодня ситуация обратная. Вино стало гораздо дороже, чем водка. Естественно, люди стали пить водку. Водку еще в мире никто победить не смог. Отсюда и алкоголизм. У нас алкоголиков не было, а сейчас полно. Понимаете? Но дело даже не в этом. Есть еще один момент, который является обязательным условием преодоления борьбы с преступностью. Это неотвратимость наказания. Это то, что мы утеряли за последние несколько лет. Это то, о чем говорил Рауль Валерьевич. Потому что многие молодые люди, которые ведут себя таким образом, они абсолютно, так сказать, надеются на то, что у них это сойдет с рук. И давайте скажем правду друг другу. У нас в последние годы много было случаев разных. И сходило с рук, и продолжает сходить. Но я надеюсь на то, что вот все-таки мы подошли уже к той ситуации, когда терпеть это дальше нельзя. Вот последний случай, да, связанный с премьер-министром Абхазии, да, это же не только как бы касается его лично, так сказать, конечно, ему это неприятно. Это вопрос безопасности нашего государства, раз. И второе, это огромные имиджевые потери, которые мы понесли. Вот сейчас, в эти дни, мы несем имиджевые потери. Это что такое? Если премьер-министра, можно вот так легко напасть на него, значит, и причинить ему какие-то физические ущерб, так сказать, да? Это как вообще возможно? Вот об этом люди не думают, которые это совершают. Но на самом деле, знаете, конечно, да, это и наносит ущерб нашему имиджу, и действительно от всего то, что происходит и с премьер-министром, и происходило в других случаях, когда бросали гранаты, поджигали машины, избивали граждан, вы знаете, все это, конечно, сейчас информация очень быстро распространяется, все это наносит ущерб нашему государству. Но те люди, которые совершают такие поступки, они, я думаю, что в ближайшее время быстро никак не перестроятся. Тут нужно, чтобы были какие-то сдерживающие механизмы. Вы знаете, у нас все-таки мы никак не можем наладить сознание вообще и свое, и общество тоже на то, что нужно жить по определенным правилам. Знаете, каждая группа имеет какой-то свой свод законов. Там объединены одни по каким-то групповым, там, я не знаю, принадлежностям, другие вот, еще какие-то группы, какие-то свои интересы. Получается, что каждый как-то сам для себя устанавливает вот эти правила. И тут, мне кажется, нужно выстраивать систему. Систему, которая, я опять же повторю, должна быть равной для всех. И для премьер-министра, и для обыкновенного гражданина. Вот. Но такой системы как-то мы сейчас не наблюдаем. Органы правопорядка должны выполнять свою функцию. Ничего нового в государстве еще не придумано. Для этого они созданы, для этого получают заработную плату.
Для этого люди идут служить, для этого одевают погоны. Поэтому наша задача прямая – навести в этом плане полнейшая безопасность для наших граждан. Сегодня хорошая у нас ситуация сложилась, хорошие условия сложились. У нас достаточно хорошие и рабочие отношения со службой государственной безопасности, потому что я сам там раньше работал. И руководство службы безопасности в этом плане достаточно хорошо, мы взаимодействуем. Соответственно, и с прокуратурой в том числе. Прокуратура оказывает полную поддержку нам в проведении различного рода и дальнейших мероприятий. Поэтому это, конечно, очень важно. Здесь хотел бы сказать, что правильно вы говорите, что нету другого, да, главное это неотвратимость наказания. Это главное. Люди должны понимать, что за задеянное они будут наказаны по закону. Невзирая на ранги. Невзирая ни на какие ранги, ни на какие машины, ни на номера. Знаете, я номера эти попытался так раздать буквально всем подряд, чтобы не было такого. Вот у него с нулями номера или парные номера, значит он тот или иной какой-то статус имеет. Никакого статуса нету. Все в этом плане равны должны быть. И однозначно люди должны понимать, что за содеянное они будут наказаны, будут сидеть, где им положено. Это страх. Это страх. Это страх. Но одним страхом тоже не выровнять ситуацию. Но вы знаете, я хочу другое сказать. Вот вы говорите о страхе, что не выровняешь ситуацию. У нас, попадая в суд осуждает 10 лет примерно. Да? То есть тот режим, который у нас сегодня есть, сразу превращается в 5 лет. Через 2 года человек пересматривает это, суд пересматривает и становится 2 года. То есть с 10 лет через 2 года человек выходит уже и опять занимается теми делами, которые он занимается. Да? То есть здесь надо тоже понимать, да, если бы он знал бы, что он будет все 10 лет там сидеть в таких условиях, то тогда, наверное, преступление было бы меньше. Наверное, он задумался бы. А здесь понимает, что он попадется, его или родственники попытаются вытащить с этой ситуации, или через год, через 2 он вернется домой. Так в основном происходит. Единственное, сидят за тяжкие, особо тяжкие. Да. А вот что касается общественной безопасности, вот таких вот, скажем так, мелких дел, которые на виду постоянно, это с чем люди, наши граждане, сталкиваются, с чем они сталкиваются с утра и до вечера, выходя на улицу, идя на работу, садясь в какой-то транспорт, передвигаясь. Большинство же людей хотят спокойно выехать и доехать до своего места. Но есть в городе несколько, как вы сказали правильно, групп людей, которые не хотят. То есть им это считается, что это неправильно. Да? Надо им ездить по бордюрам, надо им обгонять по встречке, надо им... Все же в принципе знают, что правила дорожного движения соблюдать нужно. Это трезвым ездить за рулем и не обгонять по встречке. Все. Все, что происходит... На красный свет не происходит. И на красный свет. Все, что происходит, вокруг этого происходит. Вот наша задача прямая. Милиция – это общественная безопасность. То есть вот мы обязаны выложить, и президент четко сегодня нам дал эту задачу, выложить именно, чтобы наши жители безопасно могли ездить, безопасно могли переходить через дорогу, переводить своих детей через дорогу, ходить в парки. Я очень много вижу молодежи, нашей молодежи, нормальной, здоровой молодежи, когда они сидят в парке, когда сидят на лавочках. Да? Для меня это очень приятно, и я спокоен как-то в городе. Но когда вижу, что этот молодой человек садится за машину и начинает гонять по городу, но это уже нарушает безопасность, в том числе не только свою, а подвергает и всем остальным. Поэтому я считаю, что наша задача – это неотвратимость наказания, и милиция должна быть сильна. Сильна в борьбе с такими вещами. Должна быть сильна. Вот таким образом, как вы видели, как перепрыгивают через машину, прыгают на капоте, бьют сотрудника ни за что, никаких не было. Это сотрудник при исполнении был, остановил машину для того, чтобы проводить свои какие-то мероприятия. Ну, я думаю, что мы, конечно же, этих людей обязательно найдем, они понесут законные наказания, обязательно понесут. Они должны знать, что где бы они ни прятались, все равно они будут доставлены в Министерство внутренних дел и понесут свое наказание. Да, многие, знаете, считают, что сейчас как раз наступил тот момент, когда нужно
приступать уже к каким-то радикальным мерам. У вас есть вообще такое настроение? Или знаете, вы считаете... Радикальные меры. Вот я слышал сегодня заявление ветеранской организации. Спасибо им большое, конечно, за то, что они поддерживают нас в той работе, которую мы проводим, и будем в дальнейшем только она будет нарастать. Но я считаю, что мы должны и мы обязаны справиться своими силами, потому что мы для этого и призваны. Просто нам немного нужно еще укрепиться. Еще будут подтянуты дополнительные силы, будут созданы подразделения, в том числе и специальные подразделения, в МВД их раньше не было, они будут созданы, и у людей для этого есть. То есть кто не будет выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, будут однозначно подвергнуты законным требованиям. Обязательно. Другого я, как министр внутренних дел, сказать вам не могу. И я глубоко убежден, что мы с этой задачей справимся. Еще раз хочу поблагодарить, конечно, но не нужно вводить никакие комендантские часы. Мы ни в коем случае не должны подвергнуть наших нормальных жителей, которые большинство у нас в городе, каким-то неудобствам. Они не должны почувствовать, защиту Министерства внутренних дел, они должны почувствовать защиту службы государственной безопасности. И, конечно же, они должны чувствовать, что прокуратура над этим всем надзирает и делает так, чтобы в нашем государстве все законные решения были доведены до суда. Ну, задача суда, конечно, здесь, конечно, обязательно они в одном ансамбле должны с нами вместе сыграть. Это очень важно. Если позволите, я добавлю к тому, что сказал Рауль Валерьевич. Есть такое выражение, говорит, думал, дошел до дна, и в этот момент снизу кто-то постучал. Да. Мы, конечно, в тяжелом положении сегодня, но мы не на дне. Это надо вот осознавать. То есть нам еще предстоит опуститься ниже? Всякое может быть. Вот если как аналогию привести ситуацию послевоенную в Европе, которая была после Второй мировой войны, где власти тех государств были вынуждены создавать так называемые эскадроны смерти, которые выезжали, отстреливали тех преступников, которые каждый день грабили, убивали и насиловали людей. Вот такая ситуация была в Европе. У нас, слава богу, такой ситуации нету. Я больше вам скажу, мне приходится, слава богу, видеть не только правонарушителей, да, но сотрудники милиции больше работают с этой категорией людей. В моей жизни посчастливилось видеть студентов Абхазского университета, молодежь, которая учится в вузах России, так сказать, я часто с ними встречаюсь. Я хочу сказать, что в основном у нас молодежь хорошая, хорошо воспитанная, достойная, так сказать, и так далее. Но есть определенная часть людей, которая есть в любом обществе, которая, если не принять сегодня мер, то аппетиты растут, как обычно. Да? Вот то, что мы наблюдали, допустим, как человек прыгает на капот автомобиля патрульно-постовой службы, это вообще не входит ни в какие рамки. Это где, в каком государстве вообще такое возможно, так сказать, чтобы он танцевал на крыше автомобиля, так сказать, и что-то делал. Но это тоже символично, вы же понимаете, да, почему это символ, на самом деле. То есть здесь люди... Вы знаете, опять же, я тоже повторюсь, но это тоже никого не удивило. Нет, как не удивило. Я хочу вам сказать, что большинство тех людей, не большинство, вот все те люди, с кем мы обсуждали все эти дни, вчера и сегодня, вот этой ситуации, да, и ситуацию с премьер-министром, и все осудили это. У нас общество, в принципе, хочет порядка. Хочет порядка. Знаете, я извиняюсь, я столкнулся с этим, я не работал раньше в такой... экстремальной ситуации. То есть у меня работа была, мы сделали определенные свои действия, приходили, отдыхали. Здесь динамика постоянная, постоянно каждый день, то есть не заканчивается. Вы говорите, не осудили. Люди у нас, когда касается его лично, совершенно в другого превращается. Вот он приходит мне, он рассказывает, что надо бороться, надо все, поддержку мне оказывает, такую внутреннюю, энергия меня заражает. Но когда происходит это с его родственником, он совершенно другой. Он приходит, и он начинает крутиться, вертеться, начинает как-то попытаться выложить сдалека, начинает. Совершенно другой человек. Совершенно другой человек. Ну вот как, если ты за сутки или за двое до этого говорил о порядке, о том, что вас надо поддержать, вам надо помочь, общество вам должно помочь, а когда коснулось твоего родственника, даже там может быть
ты совершенно превращаешься в другого человека. Полностью Нормально согласен. это? Согласен, не Ну, нормально. в этом- Мы должны с себя же начать. Еще хочу сказать, что вот столкнулись мы с тем, что большое количество наших правоохранительных и государственных служащих нарушает те законы, которые должны быть. И это порождает то, что другие граждане смотрят на это и говорят о том, что вот смотрите, вы же сами нарушаете. Вот это, конечно, мы должны тоже посмотреть. И мне кажется, я собрал всех тех людей, с кем я работаю сегодня, и сказал, если кто-то выпить 50 грамм и сядет за руль, он будет уволен из органов внутренних дел навсегда. И неважно, что там прописано и как, будет уволен навсегда. То есть, если мы хотим бороться с такими проявлениями, мы должны начинать прежде всего с себя. Мы обязательно должны начать с себя. То есть, если мы назначаем начальников милиции, они должны быть чисты. Чтобы им никто не пришел и не сказал, вот ты вчера бензин воровал, или, образно говоря, там покрышки где-то утащил. Человек должен быть чистый. Тогда, то есть у нас в абхазском обществе как? Если для всех, значит одинаково для всех. То есть для всех ты должен быть чистый в этом плане. Поэтому я выкладываю такую работу, и я считаю, что она обязательно даст такие, Я думаю, будет полная поддержка со стороны руководства Абхазии. Вот то, что со мы стороны слышим, руководства да. полная поддержка. Так Вот вы что- знаете, последние месяцы, когда мы начали активные действия проводить, ни разу мне не позвонил ни один руководитель нашего государства. Я как в вакууме у себя в кабинете нахожусь, и работать в полном объеме мне дает наше руководство. Говорю это официально и заверяю это открыто. Никаких проблем у меня в этом плане нет. Мало того, поддержка и со службы государственной безопасности, и, конечно же, с прокуратуры. Это вот то, что касается, конечно, наведения такого порядка вот в сфере общественной безопасности. Другое дело все-таки, как прийти к тому, чтобы пришло вот это осознание того, что закон равен для всех. Вот вы говорили о том, что сами чиновники, и в том числе, наверное, и высокопоставленные, бывают, нарушают вот правила, и нарушают законность какую-то, и таким образом пример берут вот с них и повторяют то же самое. Как этого избежать? Какие меры нужно сейчас предпринимать для того, чтобы вот эту гуманитарную Вы знаете, часть... специальных мер принимать никаких не надо. Надо просто неуклонно следовать закону. Вот сейчас, вот, допустим, вот эти вот случаи, да, резонансные, которые произошли, они, кстати говоря... Вы вот, думаете, они подвинут людей к тому, что они будут по закону поступать? Вот все зависит от того, как поступят с этими людьми. Понимаете? Это очень важный момент. Вот сейчас мы на переломе находимся. Если опять все это сойдет с рук, так сказать, да, то мы дальше не удержим ситуацию. Но если но этот случай, да, безобразный случай, конечно, вот, который произошел, последний, да, он может стать началом чего-то нового. Понимаете? Когда в следующий раз уже люди просто задумайтесь на секундочку, да, должны работать какие-то тормоза в голове у человека. Вот то, что произошло с премьер-министром. Человек вышел, он старше них по возрасту. Это должно сработать у абхазцев, да, абсора мы говорим. Это не сработало. Второй момент. В машине находится его супруга, его дети. Это должно остановить людей? Это тоже не остановило. Третий момент. Если бы они его не узнали бы, да, знают, что это премьер-министр. Это должно остановить? Это тоже не остановило. Но, ребята, извините. Если не останавливает ничего, то остановить может только строгость закона. Обязательно. Другого варианта нету. И вот если в нашем обществе будут убеждены в том, что каждый такой случай, и уже не важно, с кем это произойдет, так сказать, да, потому что это может случиться с любым человеком, да, но люди будут знать, что обязательно наступят последствия, то есть неотвратимость наказания, о чем мы говорим. Вот тогда только ситуация начнет меняться в лучшую сторону. На самом деле, конечно, тут сложно что-либо вам возразить вообще и по-абхазски, и по-человечески, и, я не знаю, по-сухумски. Это все похоже вот на беспредел такой, который вот он здесь все-таки имеет какую-то почву для существования. Вы знаете, я вот все время хочу вернуться к тому, чтобы поговорить о том, как нужно выстраивать как бы идеологию для того, чтобы предупредить подобного рода происшествия.
Вы знаете, это все-таки вот все то, что вы перечислили сейчас, говоря о том, что и старшего человека не уважили, и по-абхазски не поступили, и вдвоем там были, и так далее. Эти случаи, они происходят в быту у нас, и очень часто это бывает. И по отношению к старшим тоже многое изменилось. Вот тут говорят о том, что нужно абсора вводить, все согласны с этим, все как-то поддерживают эту идею, вот, особенно ее этическую часть, эстетическую тоже, естественно. Вот. Но никак это дело не движется вперед. Мы видим, что в идеологии мы уступаем вообще вот, тому обществу, которое называют преступным сообществом. Вот тут тоже нужно каким-то образом вести такую работу, которая бы привела к изменению какого-то все-таки сознания в пользу более гражданского, чем преступного. Все меры известны на самом деле. Здесь не надо ничего выдумывать, да? Все меры известны. Страх? Не обязательно. Значит, не только, вернее, страх. Страх тоже должен быть. Но надо посмотреть и заимствовать опыт соседей наших, с Грузии, допустим, да. Но грузины тоже перенимали опыт этот у других стран. Вот такая плохая ситуация, кстати говоря, по преступности была очень плохая в Японии. Трижды приходилось распускать полностью Министерство внутренних дел, всех сотрудников увольняли, 3 раза это было сделано. Прежде чем набрали всех тех, которых научили потом, и в итоге привели к той системе, которая сегодня появилась. Но одних этих мер тоже недостаточно. Обязательно должно быть в обществе неприятие вообще вот всего того, что вот происходит. Я как раз про это и хочу, про неприятие. Как это сделать? Каким образом сделать так, вот чтобы это неприятие все-таки... Вот смотрите, сколько у нас есть общественных организаций сегодня. Это матеря. Это одна из авторитетнейших организаций, да, с точки зрения совести, так сказать, и так далее. Матеря погибших наших ребят. Есть такая организация. Есть ветеранские организации, да. Наверное, надо начать заниматься профилактикой преступности среди несовершеннолетних. Наверное, нужно будет опять, значит, создавать какие-то списки неблагополучных детей. Может быть, ввести институт наставничества какой-то. Допустим, один ветеран возьмет, будет наставником, допустим, для неблагополучного какого-то ребенка. Какую-то часть детей можем мы увести, потому что эти дети потом пополняют ряды преступников, когда они вырастают. Тут комплекс целый можно разработать, значит, для того, чтобы эту ситуацию преломить. В принципе, все, значит, меры, они известны в этом мире, их просто надо начать, озадачиться этим вопросом и начать выполнять. Неуклонно, постепенно, и надо понимать, что эта задача не решается одним каким-то решением. Вот сегодня приняли какое-то золотое решение, и все наладилось. Такого не будет. Это постоянная, неустанная работа, каждый день, которая имеет начало и не имеет конца. Знаете, мы знакомились с методами борьбы с преступностью разных стран, и в том числе из Грузии. Они, конечно, саккумулировали хорошо, очень европейские все, и на себе это замкнули. С Японией тоже, в Европе. Вот. Но вот очень удивительно, здесь, конечно, нужны средства. Я даже не говорю об этих средствах, чтобы наши зрители понимали, что сегодня, да, этого нет у нас. Не говорю о том, что у нас на самом деле очень низкая заработная плата у сотрудников, что социальное обеспечение очень низкое, как и у всего, наверное, нашего населения и у госслужащих у всех. Поэтому я даже не касаюсь этой темы. Но вот есть такая вот форма такая очень интересная. Когда приходит пятница, а это день, когда дежурная часть выходит в эфир, у меня выстраивается под окном люди, и они просят, чтобы не показывали их родственников. Кто-то выходит замуж, это его отец, и ее отец задержан, кто-то там женится, у кого-то еще какие-то. Видимо, тоже вот эти действия, они имеют какую-то... То есть это работает, значит? Это работает, да. То есть им стыдно, что их родственников показывают по телевизору, что их родственников могут показать. И вот просят, стоят и говорят, прошу вас, не показывайте, у нас такая вот семейная обстановка. То есть вот такие тоже формы есть. Конечно, надо использовать любые возможности, но самое главное, я хотел бы сказать, чтобы не поддерживали тех людей, которые садятся пьяными за руль, не поддерживали тех людей, кто бы это ни был, это был глава администрации, его зам, их дети, их родственники. Если поддерживать не будут, будут пытаться сделать так, чтобы этого не произошло,
у нас же в основном вот анализ всех этих действий показывает, что летальный исход у нас происходит это по трассе, и все драки в такого рода все происходят потому, что наши люди выпившие. Вот этот вопрос, если мы уберем, у нас на улице проблем будет намного меньше. И второе, о чем я сказал выше, чтобы не поддерживали своих родственников, своих детей. Много не нужно. Разве это много? Разве это много, если консолидация в этом плане пройдет всех? Я думаю, что спокойно уже начнем, мы перейдем уже на следующий этап, на более глубинные вопросы, а там, поверьте мне, очень много проблем. Мы даже до туда пока не можем дойти. Но проблем действительно очень много. Вот и то, что вы говорили, очень важно. Это равенство всех перед законом. Теперь мы вот из, так сказать, первых уст услышали о том, что у нас есть такая категория людей, которая представляет собой вроде бы тех, на кого равняются, или тех, кто руководит какими-то подразделениями, а на самом деле нарушают закон. Нужно всех поставить в рамки закона. Закон превыше всего, и других смотрящих, кроме закона, в нашей стране не будет. Четко это заявляю, сказал президент. Вот сейчас у меня тоже появилась такая уверенность, что мы действительно находимся сейчас в процессе, вот, но мы придем, наверное, к общему такому пониманию, когда закон действительно будет равен для всех. Вот это, наверное, самое первое и необходимое для того, чтобы мы как-то уже в более-менее цивилизованных рамках продолжили свое государственное строительство. Вот на этом я как бы закончу, если вы мне позволите. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях были Рауль Валерьевич Шлолуа, министр внутренних дел, и Беслан Валерьянович Кубахия, советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были вместе с нами. Уикенд у нас выдался несколько напряженным, не очень таким праздничным, каким он должен быть. Но я думаю, что следующая неделя будет спокойной, и мы все с удовольствием посмотрим на то, что будет происходить в воскресные, субботние дни на нашем канале. А у нас сейчас тоже будет развлекательная программа. Я к этому вел все. Огромное спасибо вам, спасибо всем, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.